10 лет назад, примерно в конце 2010 года, на интернет-просторах появился маньяк, одержимый убийствами, который начал осуществлять ряд хитроумных планов, казавшихся возможными лишь в кино. Ситуация достигла пика в 2012 году, когда в Канаде произошло несколько шокирующих и жестоких событий, после чего имя психопата-убийцы быстро стало известно по всему миру. В то время он находился в международном розыске по обвинению в убийстве первой степени. Позже Netflix выпустил серию документальных фильмов о деле под названием «Don't Fuck with Cats». После просмотра фильма и ознакомления с другими источниками информации, я все больше сомневался, стоит ли возвращаться к этому делу. Причина в том, что популярность в интернете была тем, что подпитывала жестокость этого убийцы. Однако, после размышлений, я считаю, что у людей есть право узнать правду, независимо от того, насколько темной она может быть. Знание правды поможет нам предотвратить подобные случаи в будущем. Поэтому сегодня давайте взглянем на это дело с самой общей точки зрения. «11 октября 2010 года в интернете распространилось видео с названием «Aren't Два Kittens». Я нашел это видео того года. В видео мужчина играет с двумя кошками, но затем неожиданно кладет их в пластиковый пакет и начинает вакуумировать, что приводит к удушению двух кошек. Я останавливаю это видео здесь. Видео продолжается сценой, где кошка пытается выбраться, издавая несколько слабых звуков. Спустя минуту он проверяет состояние двух кошек, поднося камеру к их лицам и животам, чтобы зрители могли ясно увидеть, что они перестали дышать. Будучи любителем животных, я чувствовал огромное недовольство, посмотрев это видео. Сразу же интернет-сообщество взорвалось, выражая негодование и начиная поиски этого извращенца. Однако, несмотря на усилия, они так и не смогли установить его личность. Некоторое время спустя убийца кошек использовал фальшивый аккаунт Facebook, чтобы опубликовать новое видео, на котором он играет с трупами двух кошек. Одновременно он выложил фото с размытым лицом, сопровождая его комментарием, бросая вызов пользователям сети найти его. Очевидно, ему очень нравилось привлекать внимание, он жаждал ощущения преследования. Его вызовы и намеки сделали поиски захватывающими по всему интернету, но все усилия пока не привели к результатам. Неожиданно, в один из дней фальшивый аккаунт Facebook раскрыл, что убийца кошек — это Лука Магнота. Информация о личности убийцы кошек изначально была очень путанной, но имя Лука Магнота вызвало у многих сомнения. При поиске его в Facebook пользователи интернета обнаружили серию фальшивых фан-страниц с идентичными комментариями. Множество фотографий показывали его путешествующим по всему миру, но на самом деле это были фотографии других людей, на которых его лицо было вставлено. Лука Магнота явно был нарциссом, стремившимся к притянутому вниманию, что сильно напоминает характер убийцы кошек. Позже пользователи интернета обнаружили местоположение Луки, основываясь на данных из фотографии, на которой были указаны дата и место съемки. 25 октября 2010 года в торговом центре в Торонто, Канада. Это показывает, что если Лука является убийцей кошек, то, скорее всего, он совершил это преступление в Торонто, потому что первое видео было распространено 11 октября, то есть за 14 дней до этого. В полицию Торонто обратились, и они подтвердили, что человек по имени Лука Магнота когда-то жил здесь, но он переехал до того, как они смогли предпринять какие-либо действия. Снова его следы исчезли. Через несколько месяцев, когда все немного утихло, Лука Магнота, эгоист, похоже, не смог вынести того, что его забыли, и продолжил свои действия. Он выпустил новое видео под названием Bath Time LOL.
Видео начинается так же, как и в прошлый раз. Он играет, гладит кошку. Затем он заходит в ванную, где стоит ванна, полная воды. Он использует скотч, чтобы привязать кошку к деревянному брусу. Лицо кошки выражает явный страх, и затем он начинает опускать ее в воду. На этом я остановлю видео. Следующий фрагмент видео «Bath Time LOL» показывает, как кошка отчаянно извивается в воде, пока не умирает. Это видео действительно очень трудно смотреть до конца. Даже я ускорил его, потому что не мог смотреть полностью из-за сильного дискомфорта. Всего через 1 день он выпустил новое видео. На этот раз он одет в костюм Деда Мороза, сохраняя тот же стиль, что и в 2 предыдущих видео. Сначала он играет и гладит кошку, но вскоре за ней появляется змея. Змея постепенно сжимает кошку, пока та не умирает. Эти 2 видео, опубликованные в 2011 году, вновь сделали дело широко обсуждаемым. Личность убийцы кошек стала главной темой, и крупные газеты по всему миру подключились к поискам, публикуя новости о его розыске. Лука Магнота достиг своей цели. Он стал известным, как и хотел. Многие, кто следил за делом с самого начала, начали замечать страшные признаки в его поведении. Все убийства кошек оставляли скрытые подсказки, указывающие на то, что он может перейти от убийства кошек к убийству людей. Множество предупреждений было отправлено в полицию, но все они были проигнорированы. Это действительно было тревожным. Но в тот момент не было никаких конкретных зацепок, чтобы выйти на след этого извращенца. А потом, через несколько месяцев, случилось самое ужасное. В 2012 году ужасное убийство потрясло весь мир. Способ совершения преступления был жестоким и ужасающим, с элементами каннибализма. Что еще более страшно, убийца заснял весь процесс преступления и выложил его в интернет. Одновременно он бросил вызов властям, словно насмехаясь над ними. События, которые казались бы возможными только в кино, были совершены одним человеком. Это был Лука Магнота. В течение 2 лет Лука оставлял первые следы своих убийственных предпочтений в интернете. Он хотел не только убивать, но и жаждал чувства преследования, используя извращенное поведение для поиска славы. Ранее снятые видео с убийствами кошек уже не могли удовлетворить его или достичь своей цели. Луке нужно было нечто большее. Ему нужно было убить человека. В следующей части я дам подробный обзор этого ужасного убийства, включая процесс совершения преступления, хитроумный побег Луки и все события, которые произошли после этого. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь, чтобы не пропустить 2-ю часть с кровью и тайнами этого дела. Спасибо всем!